Ассаламу алейкум. Приветствую вас на канале Инновации горизонтальных связей. Я Хусейн Чахки. Сегодня ингушские паблики, так сказать, разорвала новость о внесении депутатом парламента Ингушетии Исламом Гадиевым проекта закона. Я лучше вам его покажу и зачитаю. Депутат Народного собрания Республики Ингушетия, председателю Народного собрания Республики Ингушетия М.У. Тумгоеву, уважаемый Магомед Умарович. В соответствии со статьей 81 Конституции Республики Ингушетия вношу на рассмотрение Народного собрания Республики Ингушетия в качестве законодательной инициативы проекта Конституционного закона Республики Ингушетии об упразднении Конституционного суда Республики Ингушетия. Прошу определить ответственным в работе над указанным законопроектом Комитет Народного собрания Республики Ингушетия по государственному строительству и законодательству. Приложение на 7 листах. С уважением, председатель комитета по законодательному строительству и законодательству Ислам Гадиев. В общем, после опубликования данного заявления Гадиевым в соцсетях появилась негативная реакция на это. В ответ на что, так скажем, гражданского общества Ингушетии, не всего, конечно, части гражданского общества Ингушетии, которые интересуются ситуацией в Ингушетии вокруг нее. В ответ на это последовала реакция. Хорошо, что эта реакция последовала. Я приветствую открытость и открытое общение. Ислам Гадиев попытался разъяснить ситуацию. Но он разъяснил ее, в принципе, там с перерывом было пару выступлений, были какие-то обращения в соцсетях. Идут по этому поводу споры, обсуждения, и есть такая неправильная, на мой взгляд, точка зрения, что это сводится к тому, что вот якобы обсуждается личность Гадиева, вот он хороший парень, он тут ни при чем, он тут в данной ситуации выступает как статист, вот там есть процессуальные действия, которые необходимо провести и так далее. Но в реальности, я думаю, мало кому есть дело до личности самого Гадиева, и мало кто оценивает его как личность, и мало кто его непосредственно упрекает в том, что вот он сделал это обращение и так далее. У граждан Ингушской республики вызывает естественные опасения и недоверие вся вот эта череда событий, которые происходят на протяжении уже десятков лет. Если эту ситуацию рассматривать в таком обрубленном виде, как вырезку вот какую-то, что говорит Гадиев? Решение принято о том, что конституционные суды всех республик будут упраздняться, они не нужны, у нас в стране останется один федеральный конституционный суд,
А эти функции как-нибудь там придумают. Ну, что-то там будет такое. И поскольку это решение неоспоримо, то и обсуждать тут как бы нечего. И эта реакция, мол, чуть ли не является неадекватной. То есть это какие-то придирки на голом месте. Это было бы правда, если рассматривать как вырезку из контекста событий, касаемых именно Ингушетии. Именно Ингушетии это касается. А события развивались у нас каким образом? И здесь не придавать этому значению и делать вид, что ничего не происходило, и как мы вот совершили перевыборы, и те же самые депутаты, он говорит, что он в прошлом парламенте он тоже был. И вот как бы мы избрались заново, и как бы все, мы родились заново, и ничего, что происходило раньше, к нам отношения не имеет, ни к обществу Ингушетии, ни к республике Ингушетии, ни к парламенту Ингушетии. И как бы мы никакого к этому отношения не имеем. И вот мы застали историю в данной точке и от нее пляшем. Но это не так. Дело в том, что непосредственно парламент Ингушетии и члены этого парламента, в том числе Ислам Гадиев, являются в том числе виновниками этого недоверия ингушского общества к сложившейся ситуации. Ведь как развивались события? За что сидят сегодня ингушские политзаключенные? Фактически, за что они сидят? По чьей вине они сидят? Они сидят в том числе по огромной вине парламента Ингушетии. Митинг, вот эти события, которые произошли в 2019 году, спусковым крючком к этому митингу, к этому вот выходу народного недовольства явилась ситуация именно вокруг действий парламента, вокруг того, как они поступили с Конституцией Ингушетии, и вокруг того, что именно Конституционный суд Ингушетии, когда парламент Ингушетии принял поправки в Конституцию Ингушетии, предложенные Евкурову, не глядя, и оказалось в итоге, что из Конституции исчезли ключевые права ингушей, такое как право на референдум, всенародный референдум относительно вопросов изменения территории республики и так далее. Парламент республики прозевал, он не заметил, что из Конституции республики исчезли параграфы статьи, в нарушении которой обвиняли руководство республики при подписании соглашения о территориальном разграничении с Чечней. Это на самом деле очень вопиющее преступление, которое вот пытаются замылить за всей этой историей, за посаженными людьми, вот за этим шантажом и вымогательством, которое происходит уже третий год в республике, когда людей, вышедших указать вам, парламентариям, вам, чиновникам, о ошибке, о преступлении, преступной халатности, которую вы допустили. Сегодня они за то, что вышли защищать основополагающие законы Республики Ингушетия, Конституцию Республики Ингушетия, за это они сидят в тюрьме.
А вы пытаетесь сделать вид, говорить так, как будто ничего не происходило, и на вас за это никакой вины нету. Если бы вы, парламентарии Республики Ингушетии, ответственно относились бы к своей работе, и когда вам руководство республики принесло на подписание свою редакцию, новую редакцию конституционных законов со своими поправками, если бы вы ответственно относились к своей работе, вы бы посмотрели как минимум на то, в каком состоянии находится конституционный закон, по поводу которого уже полгода галдела республика. А республика галдела, потому что один из основополагающих пунктов конституционного закона при подписании был нарушен. Но вы каким-то образом не заметили, что он оттуда исчез. И Конституционный суд Республики Ингушетии Аюб Гагиев, он обратил ваше внимание, он обратил внимание общественности и поднял вопрос о том, что из Конституции исчезли параграфы, ключевые параграфы, касающиеся наших гражданских прав. Как нам это сегодня понимать? Мы понимаем это так. Мы, может быть, не юристы, но мы не идиоты. Мы понимаем это так. Мы видим это так. Бывшее руководство Ингушетии попыталось пренебречь Конституцией Республики Ингушетия, попыталась пренебречь законами, попыталась повести себя как мошенники с законами. Они украли из Конституции Ингушетии наши гражданские права. И когда Конституционный суд Ингушетии обратил на это внимание, после этого у нас возник вопрос о том, что зачем нам Конституционный суд? Мы не можем, республика не может кормить троих, там, я не знаю, сколько их, трое, ну, пусть их будет 10 человек. Но извините меня, это вы, парламент, 30 с чем-то человек не заметили, что вы принимаете. А несколько человек в Конституционном суде заметили это. И сегодня Аюб Гагиев и члены Конституционного парламента, которые упраздняются, они не стали депутатами. Их не допустили до депутатства. Тогда как они показали свою эффективность и свое знание законов. А вы все, которые там были, и те, кто за, и те, кто против, и хорошие, и плохие, вы все нам показали, что вы некомпетентны. И сегодня, когда мы видим, что компетентных людей не допускают до выборов, и отстраняют, и закрывают надзорные структуры, которыми они управляют, у нас возникает естественный, логичный вопрос. Мы опасаемся, что это ведет, вся вот эта цепочка, к уничтожению нашей ингушской государственности. Потому что выстраивается логическая цепочка. Есть, у каждой вещи есть свои как бы опоры и столпы. Вот у стола есть ножки, их должно быть, 4, как правило, на крайний случай 3. Потому что на 2 ножках стол не будет стоять, он не сможет выдерживать равновесие. Также у государственности есть свои атрибуты. И мы видим, как на протяжении последних десятилетий в исторической ретроспективе с огромной скоростью начинают вымываться и исчезать атрибуты нашей ингушской государственности. Вы ссылаетесь на то, что это у всех, вдруг внезапно, без видимых причин, один президент объявляет чрезвычайный ингушский съезд, единственным решением которого становится
обратиться к парламенту, извиняюсь, и лишить нас права на всенародные выборы президента, руководителя республики. Хотя никаких видимых, реальных, осязаемых причин, не то что для того, чтобы отменять всенародное голосование, не было даже причин для того, чтобы собирать внеочередной съезд. Что у нас в 2013 году, что у нас, война произошла, или немцы на нас наступали, или что произошло у нас в 2013 году, чтобы у нас надо было собирать чрезвычайный съезд ингушского народа. Мы видели это единственное в угоду того, что человек, руководитель республики, который сидел на тот момент в кресле, опасаясь, что он проиграет на выборах Аушеву Руслану, который на тот момент объявил, что будет участвовать в выборах руководителя Ингушетии, решил таким образом, лишая нас прав на всенародное голосование и выбор руководителя, таким образом отсидеть еще сроки у власти. Чего он достиг, мы все видим. Абсолютное противоречие внутри региона, республика банкрот, нелицеприятные отношения к нему самому, ко всей администрации, к правительству, которое было при нем. В итоге, что мы имеем? Атрибут президентства республики мы потеряли. Право на выбор мы потеряли. Сейчас Конституционный суд мы теряем. А мы видим, что без опеки Конституционного суда наша Конституция долго не продержится. Кто даст гарантии, что не произойдет то, что произошло в 2019 году, когда оттуда, как потом стало объяснять руководство Ингушетии, да, это компьютерная ошибка, оттуда просто выпало. Как это может из Конституции выпасть именно те параграфы тех конституционных законов, вокруг которого шумит вся республика полгода. И все правозащитники, все вопят о том, что именно этот параграф конституционного закона нарушено при подписании соглашения. Вот. Ничто другое случайно не могло вывалиться, а вывалилось именно то, в нарушении чего обвинялось руководство региона. Кто поверит каким-либо гарантиям, что Конституция Республики Ингушетия не пойдет в разнос и что ей вообще перестанут пренебрегать или как-то к ней серьезно относиться. При этом нам говорят, если у нас есть Конституция Российской Федерации, зачем нам в стране две конституции? Там. Ну, то есть и другие конституции. Извиняюсь. Но если убрать вот это лукавство все на простом языке, что это означает? Это означает, что федеральный центр нам говорит, что Конституцию Российской Федерации нужно оберегать, она чего-то стоит, а Конституция Республики Ингушетия, как и Конституции других регионов, они ничего не стоят, их не нужно защищать. Мы простые люди, и у нас простые, нормальные, правильные аналогии. И когда вы пытаетесь нам что-то втирать, не надо пытаться делать из нас идиотов. Аналогии такие, Конституция – это заповедник законов. Заповедник только тогда заповедник, когда он охраняется. Вы не можете серьезно говорить, что это заповедник, если нет охраны этого заповедника, и этот заповедник отдан там на растерзание лесорубов и браконьеров.
А мы, извините уж за прямоту, мы имели несчастье столкнуться, что в политическом поле у нас, оказывается, есть политические жулики и браконьеры. И вот, да, есть обычные там пахотные, есть леса обычные, где можно там дровишки порубить, шашлычком посидеть, поохотиться можно в разрешенное время, но не в заповеднике. Потому что если какие-то растения, какие-то правила, какие-то необходимые вещи исчезнут вдруг или нарушится какой-то баланс, чтобы можно было обратиться к этому заповеднику, как к эталону чистоты какой-то, взять оттуда что-то, чтобы с ним сравнить, или что-то это размножить, или рассадить это. А сегодня, когда вы говорите, ну, у нас Конституция остается, но Конституционный суд, если вы при живом Конституционном суде, который вас фактически за шкирки хватает и указывает вам на то, что вы принимаете законы, не глядя на то, что у вас мошенники уносят статьи Конституции, при этом говорить об этом как ни в чем не бывало и как в каком-то рядовом событии, что, как это объясняет ислам, ну, это просто оборот документов, который ничего не значит. Да, у нас вот так в стране, к сожалению, традиционно происходит оборот документов, никто ни за что не отвечает, никто не является ничего инициатором. Потом кто-то в подвале приходит и стреляет в затылок. И потом, через много лет, этот палач, который стреляет в затылок, он говорит, ну, время было такое, никто не виноват. Вот Сталин виноват, один сволочь, вот мерзавец, диктатор был. А мы только выполняли, вот, ну, не стрельнул бы я ему в затылок, стрельнул бы кто-нибудь другой. Даже машина, это вот, механизм все вот, вращается. Кто-то там подписал, кто-то передал, кто-то печать поставил. А моя функция заключалась в том, что нажать курок. И это происходит часто, это происходит не я, так другой. Мы здесь ничего не решаем. Задается вопрос. Если нам достаточно Конституционного суда Российской Федерации, а республиканский суд нам не нужен. Если нам достаточно выбирать президента России, президент Ингушетии нам не нужен, и нам не надо выбирать руководителя. И мы все понимаем, что все идет к тому, что Конституция Ингушетии тоже должна скоро исчезнуть. У нас задается реальный и естественный вопрос. А зачем нам вообще тогда парламент, который выполняет эту функцию статиста? Мы видим то, что когда нужно, вникнуть вы не можете. Когда нужно сказать, вы не можете толком, открыто выйти, сказать, закон принят, закон не принят, он должен был быть принят, не должен был быть принят. Вы заморочили все население республики. Каждый в отдельности выходит, говорит, я был с народом, все вы с народом. Один Евкуров не с народом. А кто закон принимал? Кто заголосовал? Как это получается вообще? 3 года прошло. Все, кого не послушаешь, члены парламента говорят, мы голосовали против, а закон ратифицирован, и вот ты это опубликовал. А ты бы лучше опубликовал нам, куда вы обратились. С тем, что своим разъяснением, что вы обратились в
Конституционный суд России, в парламент России с тем, что вы вот 20 депутатов проголосовали против, а какие-то мошенники записали, что нет, это не так, обманывают народ, нарушают законы. Где это? До сих пор люди не в понятном, что там на самом деле произошло. Если бы вы вышли тогда и объяснили свою позицию, не так, что каждый отдельно, кто-то в больнице, кто-то не пришел, кого-то найти не могут, там кто-то родственники не могут своего найти, вышли там 4-5 человек, они сказали, нет, вышли, сказали, закон не прошел, все обрадовались, похлопались, оказывается, навешали лапшу. Хотели хорошенькими побыть на несколько часов или что, мы не понимаем, чем там, мы не доверяем вам. Мы не доверяем вам, потому что у нас есть причины для недоверия. И удивляться, и возмущаться этому недоверию, и переводить это все там на личность, что вот я не такой человек, кто меня знает, туда-сюда. Да нам не надо вас знать никого лично. Мы судим в общем, потому что происходит в нашем регионе. По многим вещам судим. Все у нас все время ни при чем, все у нас все время правильные, но общество у нас гражданское, вот такое перевернутое. У нас все гражданские организации экстремистскими названы уже, запрещены. Старики, которые Кавказ славится уважением к старикам. Совет Тейпу ингушского народа. Они вообще не лезут. В какие-то дебри не лезут. Люди занимаются нужными, важными вещами. Власть вообще пытается потерять какую-либо связь с обществом. Муфтият не такой. Надо упразднить, разогнать муфтият, назначить какого-то там муфтия. У нас руководство республики назначает себе придворного муфтия. Я не знаю, хороший он, плохой человек. Я не берусь обсуждать этого муфтия. Но мы все понимаем, что это ненормально, когда муфтият, который один из первых в России возник муфтият, имеет традиции, имеет выбранных муфтиев, представляющих там, по-моему, 70-80 имамов, 70-80 мечетей республики, абсолютного большинства мечетей республики, имамы, вот это муфтият, они выбирают муфтия, нет, их там чуть называют чуть ли не экстремистами. Руководство приводит откуда-то, сажает себе придворного муфтия. Совет Тейпа, общественная организация. Что они занимаются? Они что там ходят на президентском дворце, какие-то эти там краской какие-то рисуют, какие-то непотребности? Что они сделали противоестественно, чтобы запрещать эту организацию? Это единственная в республике серьезная, крупная общественная организация, в которой реально выборные, делегированные от народа люди, которые обсуждают злободневные вопросы, и люди, хотя бы наблюдая за тем, что эти какие-то вопросы обсуждают, хотя бы успокаиваются, они хотя бы видят, что кто-то чем-то этим заботится, этими проблемами. Но у парламента республики нет времени выразить свое отношение по этому поводу, четкую, ясную. У парламента республики нету
никаких комитетов, которые бы обратились куда-нибудь, я не знаю, куда-нибудь на Марс хотя бы там, безответный там какой-нибудь там в космос, когда их нам показали бы, что вот мы куда-то обратились о том, что это ненормально, что это раздражает общество, это раздражает республику, это там рождает недоверие, давайте что-то с этим сделаем. Огромное количество насущных проблем, и вот только закончились выборы, и одно из первых, чем надо заняться, это надо принять закон о упразднении Конституционного суда, который разоблачил мошенничество руководства республики, которое пропустило парламент, и в результате этой провокации, из-за этого мошенничества, из-за этого безответственного отношения парламента и Ингушетии к своим обязанностям, по вашей вине сегодня старики, девушка и ребята сидят в тюрьме 3-й год. Из-за вашей халатности, из-за вашего мошенничества. Но среди вас не оказалось инициаторов, который сказал бы, мы же тоже в этом виноваты. Давайте что-нибудь, чтобы люди, когда на улице нас встречают, чтобы они нас сказали, спасибо вам, что вы хоть что-то сделали, и мы поняли. Да, дал Гештолцан, Закри Мамилов. Есть люди, к сожалению, уже с нами не стало, которые что-то пытались, что-то говорили, что-то пытали, и в Конституционный суд, и на суды ездили, и пытались как-то докричать, но о каждой отдельности они ничего не могли сделать. А вот вы, именно парламент, вместе, вы могли бы сделать. И говорить с экрана нам о том, что подозрение ингушского народа, это вот, да, но как о чем-то негативном и призывать к единению, что мы должны вот вам, да мы помогаем вам, как можем, вы просто этого не хотите замечать. Мы пытаемся вам помогать, не утонуть. Мы пытаемся вам помогать не оказаться в ситуации тех палачей, которые потом через какое-то время после там сталинских репрессий писали книжки, мемуары и по экранам рассказывали, да, вот была такая система. Мы пытаемся вам помочь не оказаться в такой ситуации. Потому что сейчас не 37-й год. 21 век на дворе. Каждый шаг записывается. Уже ничто не замечено в истории не останется. Вы призываете нас к единению. Зачем, к какому вы единению нас призываете, если вы в парламенте 30 человек не можете объединиться там и выразить то, что волнует всю республику, весь наш народ, всю страну и уже у зарубежья тоже. Потому что это вопиющие вещи происходят. В том числе по вашей вине. И здесь говорить о том, что люди неправильно поняли, мы здесь ничего не решаем, решение давно принято, нам просто надо печать поставить, а вот эти разговоры, все это от малограмотности, там 50. Это было бы правда, если у нас всех не было вот этого шлейфа сзади вот этого. Шлейфа, в котором обман, мошенничество, недоверие и назначенные ответственными за эти провокации, и за это мошенничество, и за эту халатность
назначены невиновные люди сидят. И на это вот у нас времени нету ни у кого этим заняться. Нам надо в первую очередь еще поковырять людей, еще посмотреть, кто бы там еще вышел бы на митинг, кто бы еще там, каких бы еще полицейских уволить, которые отказываются дубинками людей бить. Очень хорошо, что он обратился с разъяснениями. Хорошо бы, чтобы это было не носило вот такой сиюминутный характер. Извиняюсь. И хорошо бы, если бы это делали многие. Но, опять же, скажу, не надо это переводить в какие-то, что народ придирается, что люди хотят там, что пользователи интернета хотят назначить виноватыми. Да не нужны нам 100 лет виноватые. Вообще нам 100 лет эти виноватые не нужны. Вообще, по большому-то счету, плевать нам вот на эти вот дрязги, которые там происходят, на эти кресла, на эти бюджеты, на все, что мы уже давно махнули на это рукой. Но, тем не менее, мы понимаем, что за тысячи лет появилось и исчезло тысячи народов, которые так и не обрели государственности. И не у каждого народа был исторический шанс получить государство. Пусть это государственность внутри государства, пусть это государство внутри федерации, это не важно. Важно, что государственность дает какую-то гарантию на сохранение этноса, на сохранение его самобытности, языка, его культурного наследия. Тысячи народов появились и исчезли, не получая шанс. Наш маленький народ, получив маленький исторический шанс, воспользовался. Это не упало с неба. Трудились люди, рисковали жизнью, должностями, состояниями для того, чтобы реализовать этот исторический шанс. Тем более, что в нашем народе не было изначально, с момента вступления в состав Российской Федерации, не было никакого сепаратизма. Не было никакого обсуждения о том, что мы хотим там иметь независимое государство, или что мы хотим выйти из состава России, или мы там что-то там хотим себя ощущать в политической орбите там каких-то других держав, там Америки, или Турция, или там Европа, или Китай, они нам все чужды. Мы понимаем, что федеральная вот эта система Российской Федерации, она нас устраивает. И сегодня, когда наш народ получил эту государственность, пусть она во многом формальная, и когда мы видим, что без особых на то причин наши так называемые политические элиты, как листки из календаря, выдергивают и выкидывают основополагающие атрибуты нашей государственности, какой реакции вы еще хотите? Разве наша реакция неадекватная? Разве эту реакцию нужно переводить в русло
вот на меня говорят, я никогда не предам. А что, кто-то говорил, что он предаст, когда он кого-то предавал? Что кто-то когда-нибудь говорил, я тебя обману, но ты все-таки мне поверь? Зачем нам эти слова? Когда завтра, сегодня один атрибут и мы объясняем, почему это необходимо. Мы видим это таким образом. Конечно, кто-то получит хорошую оценку. Ты взял на себя большую ответственность. Это было непросто. Родина тебя не забудет. Родина тебя не забудет. Тебя не забудет вертикаль чиновничья, которой ты, может быть, сделал что-то удобно. А народ тебе тоже этого не забудет. Народ тоже этого не забудет. Да, совсем другой регион Татарстан. Но у них президент даже есть до сих пор. И Конституцию они от нее, Конституционного суда отказываться не собираются. Ладно, отказались все от Конституционного суда. Но в Чечне руководители региона выбирают. Почему это все? Мы что, какие-то калеки, что ли? Мы немощные, что ли? Что происходит? Почему у нас и выборы не могут быть? И Конституционного суда не может быть? И того не может быть, и сего не может. Почему? Мы что, ущербные, что ли, какие-то? Если мы ущербные, это не в нас проблема, это в вас проблема. Не надо пенять на народ и говорить о том, что что-то не понимает. Здесь все нормально. Если бы было все нормально, 70-летние старики третий год не сидели бы за решеткой. Из-за того, что вы вышли расхлебывать то, что наварили вы. Именно вы, ингушский парламент. Потому что если бы вы, ингушский парламент, ответственно относились бы за то, что вы получаете зарплату, и открыли бы и посмотрели, что вы там, за что вы там голосуете, вы на стадии совершения этого преступления его остановили, сказали бы просто, здесь ошибка, здесь не хватает чего-то. И никто бы об этом не узнал. И не было никаких бы митингов в марте 2019 года. Не было бы никакого противостояния. Люди были бы на свободе. И сегодня перекладывать, что у нас здесь в государственной системе все работает система, просто люди этого не понимают, нашу систему, конечно, это удобно. Объяснить. Можно объяснить все, что угодно. Проблема в том, что по итогу, в результате этих объяснений, у стола не хватает ножек. И когда он упадет, кто-нибудь похожий на депутата, или другой какой-то депутат, или какой-то чиновник скажет, вот совокупность исторических, мы тут ни при чем, была государственность, нет государственности. Вы сами себе задайтесь вопрос. Если нам не нужен Конституционный суд, который надзирает за соблюдением Конституции, основополагающего закона, зачем нам в Ингушетии парламент?
которые по наблюдают за второстепенными законами, потому что Конституция – это основной закон, непререкаемый. Зачем вы нам нужны, парламентарии? 30 человек же, ты же говоришь, что целый год не на что содержать, что у нас республика банкрот, что нам троих судей целый год содержать не на что. Зачем нам 30 парламентариев содержать, целое здание в центре Магаса, если вы статисты, мы ничего не решаем. Нам присылают решение, и объясняется, задает вопрос человек, что будет, если вы отклоните или проголосуете против? Президент России расформирует парламент. Вот потеря. Вот вы нас озадачили. Такая проблема у нас возникнет, что распустит парламент, что вот у нас вода появится и электричество в республике. Пускай хоть вас каждый месяц распускают. У кого из этого? У кого? Это ваши личные проблемы. Как это отражается? Как ваша работа вообще отражает? Мы не видим вашу работу. Мы ее не ощущаем, вашу работу. Вот это формализма, которым вы занимаетесь, очковтирательством. Республика, которая на ладони может уместиться, с правительством, с администрацией, руководства, с парламента, который за полчаса можно туда и обратно проехать. То электричества нету, то воды нету, то газа нету. Куда ни клюнь, везде катастрофа. Так вы нас озадачите, если вас там разгонят. Нам вообще наплевать, хоть вас вообще расформируют на постоянно. В таком формате. Конечно, мы за ингушский парламент. Конечно, мы вас поддерживаем во всем хорошем. И может быть вы на самом деле делаете что-то хорошее. Но одно из двух. Или вы в основном для себя что-то хорошее делаете, или вы не можете объяснить гражданам республики, чем вы на самом деле там занимаетесь. Я не знаю, если не умеете, там наймите людей специальных, которые умеют людям объяснять. Вот они занимаются вот этими важными вещами, вот этими. Какая-то взаимосвязь с обществом должна быть. Понятно, вы так же, как статисты, наблюдали, как предыдущее руководство республики рубило все концы, которые связывают республику с гражданским обществом. Вы были как будто глухие, немые, вы ничего не видели, что происходит, что все связи обрубаются с духовенством, советом старейшин, уничижается авторитет стариков, уничижается авторитет религиозных деятелей. Теперь удивляются они, что у нас наркомания растет, что у нас никто не слушает, там на дорогах с ума сходят люди. А кому прислушиваться, молодежи? Кому людям прислушиваться? Если вы обозначили тут всех, кому в республике люди прислушиваются, или пытаются молчать,
для того, чтобы не дать возможность игнорировать то, что они говорят. Потому что уважающие себя люди пытаются не говорить ничего тем, кто игнорирует то, что они говорят. Или вы таким образом заставляете замолчать людей, чье мнение для других людей важно. Или вы их объявляете чуть ли не сепаратистами. Без каких-либо на это причин. Без какой-либо необходимости и надобности. Когда вы наоборот должны были, я не знаю, там кошками, там крючками кидать и притягивать себе эти общественные институты, налаживать, вести какую-то, я не знаю, пропаганду, объяснять что-то, доносить до людей, чем вы там занимаетесь, что вы делаете, чтобы люди понимали это. А не делать удивленный виск, не садиться и говорить, что вот у нас малограмотное общество, оно не понимает, что происходит, там вот есть такие моменты. Очень, еще раз говорю, очень радует, что вот у нас открытые такие появились депутаты, что раньше они не знали, что такое социальные сети. Ну давайте, раз уж вы стали себя позиционировать открыто, давайте до конца будьте открытыми, до конца будьте прямыми. И сказав А, не останавливайтесь на этом. Потому что это будет выглядеть как просто, если на этом все общение с гражданским обществом на этом закончится, это будет выглядеть как оправдание. Еще раз резюмируя, повторю. Вопрос не в личном отношении к какому-то депутату. Вопрос не в отношении к руководству республики или к парламенту. Не в этом вопрос. А касаемо руководства республики, как раз таки в последнее время, по крайней мере, вот многими людьми, с которыми я общаюсь, отмечается видимое желание сдвинуть там экономику республики с мертвой точкой и как-то ее раскачать. Не в этом вопрос. Вопрос в том, что есть болезненные моменты для нашего общества, у которых есть предыстория, на котором народ нашей республики обжегся недоверием, в том числе к вам, парламентариям, по вашей вине. И когда вы выносите на обсуждение эти вещи, это надо делать аккуратно. Это надо делать аккуратно. Вот, ты в своем выступлении говоришь, это вообще-то, я не хочу никого обвинять, но это надо было Аюбу Гагиеву это заранее объяснить. А ты перед тем, как публиковать то, что ты опубликовал, не я и не Аюб Гагиев. Ты перед этим не подумал, что можно было просто попросить, раз уж ты говоришь, что ты с ним в контакте, в хороших отношениях, и Аюб это понимает все. Разве неправильно было бы попросить Аюпа, что вот это вот надо выносить на обсуждение, и если мы это сейчас вынесем, может возникнуть нежелаемый резонанс. У нас тут и так в республике не все хорошо с резонансами. Ты не мог бы к людям обратиться, тебя же слушают. Вот тебя не выбрали депутатом, как меня.
Не мог бы ты разъяснить людям, что это необходимо, и мы здесь ничего не решаем, что это должно произойти? Это разве сложно? Что-то это загадка какая-то? Или вы каждый раз как будто с Марса падаете в парламент Ингушетии и с изумлениями там начинаете вокруг смотреть и удивляться, чем народ недоволен? Ну вот этого сделать у тебя, как у депутата, тебе не дошло, но обвинять Аюба Гагиева, чье ведомство ты написал заявление, что ведомство, которое он возглавляет, его надо упразднить, ты обвиняешь в том, что он не догадался, что ты сегодня это опубликуешь, и возникнет это резонанс. Вот понимаешь? Вот все равно у вас проглядывается вот эта вот внутренняя непогрешимость. Вот что бы мы ни сделали, какую бы мы вот резонанс своими непонятными действиями не вызвали, вы остаетесь все равно не это. Вот упрека в свой адрес, от тебя в свой адрес упрека я не услышал. Я услышал твой упрек в адрес Гагиева, который должен был разъяснить людям, он должен был знать заранее, что ты это опубликуешь сегодня. Он должен был заведомо об этом догадаться, что вы это не отложите, что вы сразу после выборов вот неотложными вещами вы займетесь, начнете упразднять Конституционный суд. И он должен был выйти и сказать: ребята, все, кто мне доверяет, верьте мне. Нам не нужен Конституционный суд. Мы здесь 10 лет ерундой занимались. И вот когда мы поймали за руку мошенников, которые украли из Конституционного закона Ингушетии ваши права, это было просто ради хайпа. Вот Аюб вот так, наверное, должен был это сказать, для того, чтобы вы его не упрекали. И, кстати, коротко скажу, есть у нас разные общественные организации, которые, к слову, так скажем, призывают громко и настоятельно к единению наш народ. Башхалбезвай! Я не знаю, как до этих людей донести, что единение состоялось. Давно состоялось. Нас не надо призывать к единению. Мы объединились уже давно. И вот эти провокаторы, которые в кабинетах, они нам помогли объединиться. Тем, кто не интересовался этими вообще вопросами, стали интересоваться, стали сравнивать. И я, как многие другие, видят центр своего единения, это Совет тейпов Ингушетии. Если кто-то, кому-то амбиции не позволяют объединиться с Советом тейпа Ингушетии, не надо искать проблемы в ингушском народе и призывать его к единению. Надо в себе поискать проблемы. Ассаламу алейкум, солмаш, лумаснек, албарцах, бол.